И о главных темах выпуска. В этом году региональное министерство образования Республики Тува празднует 75-летие. Этот праздник можно назвать республиканским, ведь каждый из нас учился или преподавал, а кто-то посвятил этому большую часть своей жизни. Так Наталья Федотова, преподаватель начальных классов, проработала в школе более 40 лет. И даже выйдя на заслуженный отдых, она часто приходит в родные стены. В этот раз, в канун Нового года, Наталья Петровна провела праздничный урок у своих детей, для которых она стала первым учителем. У нас сегодня будет необычное занятие. Мы узнаем, чему вы научились, что вы узнали за это время. Как и несколько лет назад, они снова вместе, только лица у детей повзрослевшие, как-никак уже 8 класс. А Наталья Петровна их помнит еще малышами. И хоть за плечами у педагога 1000 классных часов, но волнение перед встречей с детьми никуда не уходит. Конечно, оно уже не такое, как на первом уроке в далеком 1970-м. Когда зашла в первый класс и увидела их 42 человека, конечно, было страшновато. Как я его провела, я его плохо помню, потому что очень волновалась, даже детей не всех видела. С тех пор прошло более 40 лет. За это время Наталья Петровна обучила, по подсчетам педагога, примерно 400 учеников, хотя, по признанию учителя, в профессию пришла неожиданно даже для самой себя. Проработав больше 40 лет в школе, я поняла, что я выбрала правильно. Хотя в моей семье учителей нет. Я училась на товароведа в Новосибирске. Потом вдруг мне захотелось к детям. Я сбежала, если можно так сказать. Приехала в ИЗЛ, сама поступила в педучилище. Все было не зря. Это подтверждают ее дети. Кстати, именно так она называет своих учеников. И эта любовь у них взаимна. Наталья Петровна очень хорошая, отзывчивая, добрая. Она как наша вторая мама. Самая лучшая в мире учительница. Она была справедливой, душевной. Мы относились с ней как к маме. Она всегда нас поддерживала. В самые трудные моменты ей можно было рассказать, что мы чувствуем. Так можно сказать лишь о хорошем педагоге. В ее случае учитель – это не профессия, а призвание. Наталья Петровна, помимо знаний, отдала ученикам частичку себя и смогла найти подход к каждому из них. А ведь это нелегко. Просто нужно любить их, не разделяя на отличников и двоечников, говорит учитель. А на вопрос, поменяла бы она что-то в своей жизни, Наталья Петровна, не раздумывая, отвечает. Нет, да вы видите, я уже все равно я в школе. Я тут как дома. Школа – мой дом. Анастасия Маслова, Лев Маркарян, телекомпания «Новый век».